Ассаламу алейкум, туркменистанцы, ассаламу алейкум, казахстанцы. Э, Мы на канале ДВТ. У нас сегодня в гостях наши уважаемые соседи Гани Стамбек, лидер оппозиционного движения Free Kazakhs, и его соратница Акмарал Мусаева, директор по медиасвязи. Здравствуйте, ассаламу алейкум, уважаемые гости. Самас. У нас несколько вопросов, уважаемые соседи. Как изменилось после январских событий сейчас казахское общество и какие реформы проводит Токаев? Реагирует ли Токаев на волнение, на чаяние народа? Гани. Біріншіден баршаңызға үлкен рахмет, сәлеметсіз түркмен жұртшылығы, сіздерге үлкен сәлем, қазақ елінен айтамыз. И переходя на ваш вопрос о том, что насколько наше общество изменилось, какой был результат и были ли реальные реформы, изменения с нынешней администрацией. Во-первых, хотел бы сказать, что, к сожалению, не было реальных каких-либо политических реформ, которые были обещаны. В принципе, это было изначально понятно, что режим, он тот же самый режим. Возможно, там поменялись фигуры, лица, но суть режима не поменялась. Поэтому у нас в Казахстане нету реальных реформ политических. Во-первых, я бы сказал, что Токаев обещал, что будут реальные политические реформы, и многие люди реально ему верили и ожидали, что будут сильные политические реформы, корневые. Но корневых реформ не было. Единственное, наверное, то, что он сказал, он создал, насколько я помню, 3 новых областей, переименовал их. Затем также он снизил порог для открытия регистрации политических партий там, с 20 тысяч на 5 тысяч. В принципе, это ничего не дает и ничего не гарантирует какую-либо реальную политические изменения в Казахстане. Насколько я знаю, в России ты можешь зарегистрировать партию политическую, если у тебя даже есть 500 человек, хватает. У нас же это снизили порог с 20 тысяч на 5 тысяч. Но здесь проблема не в количестве людей, которые требуются для регистрации. Здесь проблема в самом же режиме. То есть если ты будешь реально политической, реально какой-либо силой и оппозиционной силой, тебе просто-напросто не дадут зарегистрировать. Неважно, у тебя там есть 20 тысяч участников, неважно, у тебя есть 50 тысяч человек в твоей организации, тебе просто не дадут зарегистрировать. Проблема именно в этом. Не в количестве, а в том, что сам режим не будет заинтересован регистрировать реальные политические силы и реальных политических оппонентов в виде различных партий. Далее были и другого рода какие-то дополнительные изменения. Я не вижу каких-либо сильных реальных политических реформ. К сожалению, режим, как всегда, обманул наш народ. Как всегда, народ, знаете, использует его, играют на его эмоциях, на его чувствах, изменили какие-то там названия определенных областей, и люди реально думают, что вот это реальные реформы. К сожалению, это не так. Кстати, перед тем, как Токаев выступил недавно с этими пакетом, как сказать, реформ, они арестовали племянника Назарбаева, Карат Сатабалда. Возможно, это тоже своего рода такая, знаете, политическая игра. Это показать, что реально у нас смена политической правящей элиты в Казахстане, но как таковое мы видим абсолютно никаких изменений нет. Более того, у нас в Казахстане в январских событиях участвовали очень много людей, абсолютно мирных людей. Многих из них посадили. По сей день многих из них все еще держат в заперти в тюрьмах, и над ними проводятся пытки. То есть когда-то Токаев говорил, что мы будем объективно все проводить расследования, там нету никаких пыток, там 20 тысяч террористов иностранных и так далее, и так далее. То есть мы видим, что сам Токаев и режим полностью обманывают свой же народ, абсолютно играют на наших чувствах, пытаются зомбировать народ, и нету никаких реальных политических реформ, которых ожидал народ. И я считаю, что реальные политические реформы будут только тогда, когда первые лица страны,
начиная от Назарбаева, Токаева, Масимова, Дарига Назарбаева, Алия Назарбаева, когда они все отправятся в тюрьму, когда будет честный, беспристрастный суд над ними, и когда все, что они украли, все, что они сделали против нашего народа и нашей страны, будет объективно и публично распространяться, если они понесут законное расследование и они будут отправлены под арест в тюрьму, вот только тогда у нас начнутся реальные политические реформы. До этого, к сожалению, у нас не будет политических реформ. Рахмет. Ахмарал, может быть, моя коллега добавит. Да, если преследования до сих пор продолжаются, или от активистов, те, которые организовали митинги, Акмарал. Я слушала выступление, было лайв-выступление Токаева, и я делала комментарии, я специально делала негативные комментарии, да, потому что если мы говорим о настоящей демократии, то и о настоящей свободе слова, то, в принципе, любое мнение должно восприниматься нормально. Но когда я делала эти негативные намеренные комментарии, меня там боты проплачены, мы их называем норботы, они меня пытались подавить, они мне сказали, выходи из чата, за тобой отправились, тебя сейчас арестуют. То есть даже в чате им дают инструкцию, чтобы они подавляли эти голоса. И я видела также комментарии, которые спрашивали, что насчет 20 тысяч террористов, да, где они, что вы конкретно будете делать. И эти все вопросы, они игнорировались, на них не отвечались. И все было общей красивой фразой, которая не имеет никакого отношения. То есть это всегда, как всегда, красиво. Можно говорить обо всем, не отвечая ни на что. То есть да, мы будем проводить эти расследования, но на самом деле проходят пытки, да, у нас вот горячим утюгом, у нас есть футболки, которые мы здесь носим в Америке, и чтобы вся пресса, вся международная пресса знала, что это branded by Токаев, что он проводит пытки горячим утюгом, горячим кипятком, и насилует женщин, и насилует мужчин. Они делают видео и говорят, что если вы сейчас выйдете из тюрьмы и будете говорить о пытках, то мы распространим эти видео в социальных сетях. И даже делаются, подписывают заявление о неразглашении. То есть фактически нету никаких прав, да, у людей вообще говорить и защищать себя. И этот беспредел, он продолжается. Ничего с этим по этому поводу не делается. А если сравнить вот тенденцию, смягчает вот этот режим свою хватку или закручивает больше гайки? Вот, если сравнить до января и после январских событий. Мы на самом деле не знаем, да, потому что они эту информацию, естественно, не распространяют. Информация, которую мы получаем, это социальные сети. То есть люди, которые, несмотря на страх преследования, они публикуют где-то фотографии, и мы эти фотографии обратно рассылаем, чтобы международная СМИ знала об этом. Но я заметила, что как только мы начинаем это распространять, уже уменьшается поток именно. То есть до этого было очень много фотографий пыток, видео какие-то показать, но сейчас их меньше и меньше. То, что сейчас реально там происходит, мы не знаем. Я бы еще хотел бы добавить, что вот в феврале у нас наш режим, он дал разрешение, которое, в принципе, и никто не должен давать, это право каждого человека, провести несколько митингов, несколько митингов. Один из них митинг по поводу того, что январских событий. И там, кстати, были активисты, которых просто-напросто не пустили пойти, чтобы принять участие на этом митинге. То есть есть активисты, которые давно борются с режимом, просто возле их домов уже изначально там с утра стояли автозаки, полиция, и их просто не выпускала. То есть у нас в Казахстане есть своего рода, я бы сказал, подручная или ручная оппозиция, которая создана самим же режимом, и она используется ради того, чтобы показать западной прессе, западному миру, что в Казахстане якобы проделываются реформы, якобы у нас разрешают там право на свободу слова и разрешаются митинги, но они абсолютно, то есть там определенные вот эти оппозиционные круги, которые делают, как я сказал, это уже управляемая оппозиция самим режимом, им это разрешается, а реальные активисты, которые
открыто критикуют власть, Назарбаева, Тукаева, критикуют вот январские события, их, к сожалению, не подпускают на митинги, на нормальные мирные митинги. И с момента, например, прихода Тукаева, вообще как Тукаев пришел к власти путем того, что Назарбаев его избрал. То есть мы, как народ, его не избирали, Назарбаев его избрал, и в ходе многочисленных нарушений именно во время того, как проводилось именно election, выборы, очень много людей, они сбрасывали бюллетени и так далее. То есть Тукаев выиграл вот эти президентские выборы абсолютно нелегально, несправедливо, нелегитимно, с большими нарушениями. Это подтвердил и ОБСЕ и так далее. И с момента того, как он пришел, он озвучил такую идею, что мы будем строить новый Казахстан. И он сказал, что в Казахстане будет новое правительство, которое будет слышащее. То есть слышащее правительство, которое не боится того, что его граждане, у них есть право на свободу слова, у них есть право на проведение свободных митингов. Хотя по факту мы видим, что это абсолютно не так. Очень много активистов посадили в тюрьму после того, как, например, тоже Тукаев пришел к власти. И с момента прихода Тукаева к власти как раз-таки количество политзаключенных их увеличилось в Казахстане. Вот, то есть режим, он по своей сути, он не изменился. И как у нас в Казахстане сказал политолог Досым Сатпаев, Назарбаев сейчас у нас стал коллективным. То есть Назарбаев уже как личность уже, в принципе, особой значимости не имеет. Сейчас Назарбаев мы называем не только личность, мы называем весь режим. То есть это коллективный Назарбаев, в который входит и Тукаев, и Кулебаев, и другие люди. Вот это, к сожалению, ничего не изменилось. Оно даже, я бы сказал, с каждым разом будет ужесточаться, с каждым разом политическая свобода в Казахстане будет ужесточаться, и вы можете спросить, почему. Я считаю, что в Казахстане из-за того, что 30 лет период правления Назарбаева, оно все строилось на обмане, на лжи, на пропаганде, на воровстве. И все эти проблемы, они сейчас сильно дают о себе знать. И вот это вот на английском языке outcome называется, да, то есть результат этого сейчас через 30 лет мы будем все сильно и ярче видеть. И чтобы народ как-либо не выходил против власти, я думаю, этот режим будет и дальше стараться играть в различные политические игры или просто-напросто скручивать, как вы сказали, гайки, и они сделают все, чтобы остаться у власти. И как Токаев показал в январе, когда его власть режима практически уже перешла на сторону народа, он просто призвал российские войска, чтобы удержаться у власти и стрелять в свой же народ. И мы здесь видим, что это массово, то есть режим встречаться с каждым разом. А как общество реагирует? Готово ли общество продолжать свои митинги? После ареста нескольких активистов казахстанцы выступали на митингах, требовали освобождения. И как реагирует правозащитная организация? Я думаю, что если мы бы говорили о том, что как на самом деле народ чувствует, то 90% и даже больше они знают эту игру, они прекрасно понимают, что эта власть уже давно засиделась, что нужно ее убрать. Но все эти действия, которые сейчас происходят, они происходят для того, чтобы запугать, да? Все эти пытки, все это подавление, для того, чтобы нам дальше держать в этом страхе. Вот. И, естественно, народ испуган, да? Народ в шоке, то, что произошло. Отключили интернет, такого никогда не было. То, что нам по праву всегда принадлежало, как вода, как воздух, интернет, мы к нему привыкли, даже и включили интернет. То есть для людей это был шок. Естественно, они сейчас в таком состоянии, что, может быть, они сразу не выйдут, но недовольство уже есть. Люди настолько плохо живут, что средняя зарплата – это меньше $200. То есть у людей нечего есть, нечем кормить свои семьи. У них вот в холодный январь очень были тонкие куртки. То есть люди даже не могут нормальную себе одежду купить. И даже то, что они сейчас потеряют жизнь, для них, наверное, не так страшно, как страшно жить в
такой жизнью некачественной, когда он не может не уважать себя, не может не обеспечить семью, нет никакого будущего. И поэтому народ, он будет выходить по-любому. Если народ недоволен, он будет выходить. И вот эти все действия, которые власть сейчас предпринимает, красивые слова, на эти слова уже никто не покупается. То есть, судя по комментариям, все люди говорят, это все вранье, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я это видела, да, то, что люди не верят. Другое дело, что как организованно народ выйдет, это уже другой вопрос, но он будет выходить. Спасибо. Гани, вы упомянули Россию, ОДКБ. Как реагируют казахстанцы, казахские вот это правительство на войну в данный момент, который происходит сейчас между Украиной и Россией? Я бы по предыдущему вопросу немного добавить. Я, к сожалению, немного, наверное, не совсем, наверное, позитивно отношусь к тому, что насколько сейчас народ смотрит на действия Токаева. Я как раз-таки замечаю, что большое количество людей, к сожалению, они, как мне показалось, они все-таки так или иначе поддерживают Токаева, они поддерживают его в связи с тем, что им, как мне показалось, хорошо сыграла центральная пропаганда. То есть, когда, например, первые 2 недели у нас отключили в Казахстане интернет, в Казахстане образовался такой информационный вакуум. То есть у нас сейчас вся оппозиция, она только на интернет-пространстве. И в Казахстане, когда убрали интернет на 2 недели, когда январские события, кровавые январские события, там везде играло только центральные пропагандистские каналы по всем телевидениям. И люди многие реально начали думать, что в Казахстане у нас идет клановая борьба, Назарбаев против Токаева или Токаев против Назарбаева. Они реально там борются, и якобы Назарбаев – это дьявол, и Токаев – это ангел, да, что, то есть у людей какое-то такое черно-белое мнение сложилось, и что, например, российские войска, они в Казахстан пришли именно с реальной миссией, чтобы в Казахстане сделать мир. Вот, то есть многие люди так, к сожалению, думают. Это, я думаю, люди, которые политически неграмотные, наверное, обычные граждане. Вот. Я бы сказал, я всегда говорю так, в Казахстане я реально не вижу никакой политической клановой борьбы, просто потому что, во-первых, насколько мне известно, у Токаева за ним нет никакого клана, это первое. Второе, если смотреть на историю, например, возьмите Советский Союз, вот там были люди или группы лиц, которые боролись за власть. И когда вы посмотрите, что в авторитарных странах, диктаторских странах, когда определенные группы или лица борются за власть, это всегда оканчивается полным физическим устранением одной из групп или одного из лиц. Возьмите, например, смерть Сталина. Он у нас скончался в 1953 году, насколько я помню, и там за власть боролись это Берия, Лаврентий Берия, и с другой стороны это Хрущев и Молотов. Затем Хрущев и Молотов, они посадили Берию в тюрьму, а затем его убили, то есть через расстрел, да. То есть реальная борьба за власть, она именно проходит по таким нормам. И я лично не верю, что кланы могут договариваться, что у них якобы бывают джентльменские договора, там, давать слово и следовать этим мужским словам. Я в это не верю. Здесь, знаете, когда за власть, борьба идет за власть, самое лучшее – это физическое полное устранение твоего противника, чтобы полностью обезопасить свою власть. И я здесь такого не вижу. Я не вижу, что Назарбаев убил Токаева или Токаев убил Назарбаева, его всю семью, его всю свиту и так далее. То есть там посадить Мухумова, это главу КНБ, там посадить якобы племянника Назарбаева Сатбалды, это пока что абсолютно ничего не говорит. Во-первых, их физически не устранили, во-вторых, мы не знаем, может быть, их реально посадили, или, может быть, они за рубежом находятся, нам просто информационно так предоставляют, якобы их посадили, или их посадили, но потом через какое-то время их тихо, мирно отпустят, то есть такое тоже может быть. И в начале января, кстати, с Казахстана дали возможность, или никто не давал, просто они свободно. Булат Назарбаев, младший брат Назарбаева, улетел. Дарига Назарбаева, они
пока что не знаем точной информации, но Алия Назарбаева, да, младшая дочь Назарбаева, она свободно вылетела, с собой прихватила $300 миллионов. То есть если здесь была бы, еще раз подчеркиваю, клановая борьба, то это все закончилось бы кровью. Но мы здесь не видим никакой крови со стороны якобы кланов. Поэтому люди верят в этот миф, что есть клановая борьба, что Токаев хороший, Назарбаев плохой, Токаев реально там нас ведет к реформам, изменениям. И люди, к сожалению, на это ведутся. И они пока что думают так. По поводу ОДКБ и украинских событиях, к сожалению, в Казахстане у нас, как я выше говорил, мы очень слабы в плане информационной безопасности. Это что говорит? Это говорит, что в Казахстане у нас свободно вещаются российские пропагандистские государственные телеканалы. Это Россия, канал «Россия», «Россия-24», НТВ и так далее. И все центральные пропагандистские московские люди, это Соловьев, Симонян и другие, они критикуют Запад, они говорят, что на Украине якобы идет геноцид русскоговорящих людей или русских и так далее. То есть в Казахстане, к сожалению, из-за того, что у нас информационное поле не защищено, оно независимо от Москвы, люди, многие, которые слушают это, они, к сожалению, у них и, соответственно, слагается такое же впечатление. Знаете, как в период Второй мировой войны в фашистской Германии Геббельс говорил, это человек, который создавал всю пропагандистскую структуру фашистской Германии, он говорил, что многоповторенная ложь становится правдой. Когда, если часто врать, одно и то же говорить людям, люди начинают потихоньку через какое-то время в это верить. И, к сожалению, пропагандистская машина, она очень сильно работает. Наша задача как оппозиционных сил, мы должны людям показывать, что это не так, что, например, Токаев, он виновен в том, что стрелял свой народ, он должен быть ответственен за эти дела, за это преступление, и он должен быть отправлен под суд, и он должен быть арестован наряду с Назарбаевым, Масимом и так далее, и так далее. Вот, это наша задача. Поэтому я бы сейчас сказал, что некоторая часть, она поддерживает ОДКБ Россию Путина, которая подверглась сильной пропаганде, и некоторая часть не поддерживает. Какое количество соотношений их тяжело сказать. Насколько я знаю, пока что не было какого-то аналитического изучения этих двух групп, но они обе присутствуют в Казахстане. Я, пользуясь, вчера смотрел Павлодарский канал Хабар ТВ 24. Там тоже повторяли вот эту российскую пропаганду. А вот насколько сильно вот внутри пятой колонны пророссийская в Казахстане? Акмарал. Да, на самом деле сейчас очень много приезжает людей с России, ищут работы, то есть уже говорят 14 тысяч программистов, которые приехали на территорию Казахстана. Причем это они приехали, то есть каждая страна она защищает свой рынок труда, то есть есть лицензия для получения рабочего разрешения и так далее, да. То есть они приехали, они уже готовы там жить, работать, то есть у них открытый зеленый свет, да, то есть фактически санкции, которые сейчас вводят Америка и Европа в России, они используют Казахстан как проходной двор, и туда массово сейчас приезжают люди. Естественно, казахстанцам это не нравится, потому что это как бомба замедленного действия, которая произошла на Украине. То есть они сначала заезжают, вроде бы как просто жить, просто поработать, а потом они начинают говорить, нас здесь обижают, приезжай, Путин, нас спаси. И этого мы совсем не хотим. И у нас были люди, которые анализировали эти чаты, специально заходили и смотрели, кто эти люди. И эти люди, к сожалению, очень плохо отзывались о казахах, называли бараны, мамбеты, чурки. То есть они уже, у них заведомо уже такое поверхностное отношение, да. И когда мы начали говорить, что вы не можете с таким отношением хорошо жить в Казахстане, они только подняли вопрос о том, что, неплохо бы, наверное, казахский подучить, если бы мы хотим там жить. То есть уже отношение очень грубое. И мы все называем, тут знаем, что Токаев очень слабый президент, и мы считаем, что просто он является, я не знаю, грубо будет звучать, Токал Путина, да, то есть младшая жена Путина, потому что на самом деле это происходит сейчас. Он позволяет Путину делать все, что ему хочется в Казахстане.
И знаете, по поводу пятой колонны, вот у нас мы смотрели сейчас наши казахские, русские ребята, украинцы, которые в Казахстане проживают, они запустили челлендж, и они, многие из них даже на казахском языке говорят, что они против того, что происходит война на Украине, они не поддерживают Россию и не хотят, чтобы российские войска входили в Казахстан или Россия там забрала часть Казахстана или же весь Казахстан. Вот, это даже наши русские ребята в Казахстане, многие, у которых есть голова на плечах, которые понимают, что путиновская агрессивная пропагандистская машина и его действия по отношению к соседним странам являются преступлением, они как раз-таки выступают за суверенитет и независимость Казахстана. Таких ребят, которых понимают всю суть, у которых есть голова на плечах, это замечательные люди, это наши граждане, но, к сожалению, среди них есть люди, которые подверглись сильной пропаганде Путина, московской пропаганде. Они, конечно, выступают за то, чтобы Казахстан стал частью России, или они призывают российские войска и Путина входить в Россию. И вот, как моя коллега сказала, сейчас там якобы 14 тысяч IT людей в сфере IT заходят в Казахстан. Я, во-первых, не знаю, действительно ли они все являются айтишниками. У нас, по-моему, настолько IT-система не развита в Казахстане, что у нас рынок наш внутренний требует столько неожиданно, столько рабочих рук именно в IT-системе. Я думаю, скорее всего, там люди разношерстные, не все из них 14 тысяч IT. Просто, наверное, наша центральная пропаганда хочет показать, что якобы к нам едут такие сильные специалисты, и это оправданная мера, что мы должны их принимать. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Это первое. Во-вторых, у всех этих людей, которые входят, айтишники, не айтишники, у них есть семьи, у них есть родители, у них, возможно, есть, не знаю, там, жены, дети и так далее, и так далее. То есть 14 тысяч умножить, например, на 3, это уже хорошая сумма получается. Сколько там, 42 тысячи человек. И если они будут дальше получать гражданство, резиденцию в Казахстане, и если они дальше будут играть частью вот этой большой политической путиновской игры, это, конечно, негативно скажется на Казахстан. Вот. Но если люди такие, например, резиденты России приходят в Казахстан реально без какой-либо политики, без поддержки Путина, приходят реально из-за того, что у них такая ситуация, они реально понимают это и не согласны с войной, с такой, знаете, фашистской агрессией Путина. И если они готовы как-либо проходить симбиоз или ассимиляцию с новой страной, новой культурой в Казахстане, изучать казахский язык, да, в той или иной степени поддерживать суверенитет, независимость, уважать традиции и ментальные особенности народа Казахстана, то, я думаю, это будет замечательно. Но если они, конечно, не согласны с этим, но они приходят со своим уставом, то это, конечно, очень-очень опасно для нашего суверенитета и нашей независимости. К сожалению, да, были такие случаи. В 2014 году из Казахстана казахи и из Кыргызстана кыргызы участвовали в спецоперациях на Донбассе против Украины. А вот в свое время Назарбаев был инициатором союзом тюркских народов. Как смотрят казахи на вот этот Туран? Сейчас тут возрождается туранское общество, 6 государств, и Казахстан и один из мощных таких государств. Как само общество реагирует на это? Я бы сказал, идея Турана, она, конечно, звучит очень интересно. Я бы лично, как, например, гражданин Казахстана, хотел бы видеть союз, например, если это Туран, Тюркский союз, то я думаю, в первую очередь все эти страны, вот вы озвучили 6 стран, если у них будут реально, во-первых, внутри этих стран будут реальные политические реформы, если бы эти страны были бы все демократичны или так или иначе у них начались бы уже реальные политические реформы, и этот союз был бы равноправный на уважении суверенитета каждой из сторон, вне зависимости от человеческого ресурса, экономической способности, территориальной или же военной мощи, если это будет
реально справедливый союз, честный, то это будет замечательно. Но я в первую очередь говорю, я бы, например, как гражданин Казахстана хотел бы видеть такой союз только после того, как все эти страны будут в той или иной степени уже обладать демократическими институтами. Тогда это послужит позитивно на весь регион. Если же внутри этих государств будут какие-либо диктаторские, авторитарные страны, то я думаю, этот союз, он, в принципе, не сыграет позитивно. Вот как, например, мы сейчас, у нас союз, например, с Россией, Белоруссией, обе же эти страны, как и Казахстан, это диктаторские страны. И мы видим, что этот союз изначально был, сейчас мы понимаем, создан ради того, чтобы вот этот союз защищал именно авторитарные режимы этих стран. Это не был союз, основан на экономических, на каких-либо социальных интересах этих стран, и он не был создан справедливо. Поэтому я бы не хотел бы видеть еще один союз, который будет устроен точно так же, точно таким же интересам каких-либо определенных политических элит. Если это будет создано на интересы народа, справедливо, честно, и если в этих странах есть демократические институты, то я лично поддержал бы этот союз как гражданин Казахстана. Как на это смотрит казахское общество? Я думаю, в целом казахское общество очень сильно поддерживает. Я думаю, мы должны, с другой стороны, абстрагироваться от России и от нашего колониального прошлого. Также мы должны абстрагироваться от китайской экспансии в Казахстан. И один из возможных путей я рассматриваю это Тюркский союз. Но, как я уже сказал, если он будет только основан на справедливости, на взаимоуважении территориальных и каких-либо других суверенитетов этих стран, тогда у нас есть хорошая возможность сохранить свою культуру, национальную идентичность, и мы, может быть, в той или иной степени можем даже стать какой-либо политической, экономической силой по противодействию в нашем регионе колониальных интересов России, Китая и каких-либо других стран. Казахстан действительно служит буфером между Россией и Китаем. В свое время Путин говорил, войска, введенные в январе, он говорил, сколько надо, столько оставим. Будет оставаться вот эта армия Путина. Но после этого созвал вот этот китайский Си Цзиньпин, то ли Путин дал знак, он вывел. Не кажется ли Казахстан попал под зонтик, под влияние Китая? Okay. So, зависимость Китая. Я считаю, что это миф, что якобы после встречи с китайским лидером Путин и со встречи с Ердоганом, турецким лидером, что якобы после этого Путин вывел войска. Я лично считаю, что это миф. Во-первых, нету публичной информации, о чем они конкретно разговаривали. Нету реальной публичной информации о том, что Китай или Турция требовала или попросила Путина вывести войска. Такой официальной, достоверной информации нет. То есть среди людей такая информация идет, но нету реальных источников на эту информацию. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, просто такая информационная, пропагандистская информация, ловушка. Я на это лично сомневаюсь, пока не будет достоверных информаций и источники на этих информаций. Это первое. Второе, насколько Казахстан зависим от Китая? Очень просто. Знаете, Казахстан входит в программу «Один пояс, один путь», которая Китай рассматривает как программу тысячелетия. И, насколько я знаю, туда вложила несколько триллионов долларов. Задача этой программы, как они говорят, экономической программы, это доминация Китая над всем миром. И мы знаем, что Китай, в принципе, очень эффективно проводит эту программу. Они дают очень много долгов, кредитов стран, особенно стран, у которых есть авторитарные режимы. И эти страны с авторитарным режимом, они берут вот эти кредиты, долги. Понятно, что это все через коррупцию, через воровство, это все уходит. Народу ничего абсолютно не достается, или же достается какой-то минимум, но зато народ должен будет оплачивать, или страна должна будет оплачивать вот эти вот долги. На английском языке это называется debt trap, да, или же кредитная ловушка, долговая ловушка, которая играет
Китая. Очень искусно, я бы сказал, играет. Например, Китай проводит политику мягкой силы через эти кредиты. И на сегодня, например, в Казахстане по официальным данным, у Казахстана есть 13 миллиардов долга перед Китаем и 50 миллиардов инвестиций, которые были вложены Китаем. Насколько я знаю, в Казахстане у нас есть всего, если не ошибаюсь, 6 китайских центров культуры, которые называются Конфуции. На Западе, например, такие институции Конфуция признаны центрами, которые связаны с китайским коммунистическим режимом и которые проводят разведку в этих странах. Поэтому во многих странах западных эти институты Конфуция китайские были закрыты, так как они проводят различную разведывательную работу в этих странах. Но в Казахстане у нас их 6, насколько я знаю, и количество их еще будет расти. То же самое, например, Токаев, он учился в Китае, у него свободный китайский язык. По-моему, у него китайский лучше, чем у него казахский язык. Вот. И помимо этого в Казахстане, насколько я знаю, Китай нам бесплатно отдал суперкомпьютер. Этот суперкомпьютер, насколько я знаю, у нас в университете Аль-Фараби расположено. И через этот суперкомпьютер проходит очень много данных, государственных данных наших граждан. И понятно, что, например, Китай будет через это своего рода, знаете, такой информационный троянский конь. То есть они используют этот суперкомпьютер, они оттуда будут просто воровать информацию наших граждан. И помимо этого, например, в Казахстане, вот Токаев, когда несколько лет назад ездил в Китай, он пригласил компанию китайскую, я забыл, как она называется. Эта компания, она в Восточном Туркестане использует вот это Smart CCTV, умные камеры, которые распознают лица людей. Она использует, китайская эта компания использует вот эти вот камеры для распознавания лиц казахов, уйгур, других тюркоязычных народов в Восточном Туркестане, которые они оккупировали, китайский режим в 1949 году. И они это используют ради того, чтобы людей садить mass surveillance, то есть, во-первых, чтобы массово за ними следить, во-вторых, чтобы этих людей, например, лиц не китайской национальности, их там садить в тюрьмы или концлагеря. Мы знаем, что в Китае есть концлагеря по устранению, например, тюркоязычных народов в Восточном Туркестане. Так вот, Токаев, когда ездил туда, он подписал договор именно с этой компанией, и он их пригласил, чтобы они работали в Казахстане. По последним данным, в самой у нас в столице Астане более 2000 китайских камер. То есть эти камеры, они очень точно работают на лицо, они могут даже увеличивать, зум делать, да, вот. И такие камеры у нас по всему Казахстану. То есть информационно мы очень сильно зависимы, технологически зависимы от Китая. Те же, например, умные камеры, если вы знаете, когда-то китайская компания продавала в Австралию, и в Австралии был такой сильный политический шум, так как там нашли информацию, что китайский режим, сидя в Китае, он скрытно подключается к этим камерам, которые продал Австралии, вот, и они следят за гражданами Австралии. То есть был такой большой шум, вы можете об этом почитать. Вот, и мы видим, что Китай очень сильно вошел в Казахстан. Помимо этого, например, Китай не только проводит экспансию такую сильную в Казахстане, агрессивную, но и во всей Центральной Азии. Одну из тем, например, вы можете посмотреть, что когда-то Узбекистан хотел купить новое оборудование на своих таможенных объектах у США. Насколько я помню, это за $1 миллиард, если я правильно помню цифры, но Китай предложил Узбекистану бесплатные вот эти вот таможенные аппаратуру, которая очень дорогостоящая, она дала им бесплатно на таможне. То есть понятно, что это вредит национальной безопасности как Казахстана, так и всей Центральной Азии. Китай хочет проводить экспансию, Китай хочет расти, доминировать над всем миром, и Центральная Азия – это лакомый кусочек. Во-первых, люди там, страна, вообще вот этот регион, он очень богат полезными ископаемым, геополитическое расположение очень выгодно, оно выходит на Европу, оно выходит на южные стороны, и с другой стороны численность населения там очень мала, и с четвертой стороны очень много диктаторских авторитарных режимов, которые готовы продавать интересы своей страны задешево.
Спасибо. Делает ли что вот правительство для укрепления Тюркского союза, Турана? Делает ли что-либо наш режим? Ваше правительство для укрепления Турана. Вот сейчас член Туран тоже Казахстан. Какие-то реформы проводит, какие-то культурные мероприятия. Есть ли такие реформы в Казахстане? Я думаю, какие-либо, наверное, культурные мероприятия они проводят на каком-то локальном уровне. Я лично, честно скажу, не видел каких-либо больших, сильных изменений в политической, культурной, экономической жизни между Тураном, да, между этим союзом. Вот. Пока что, я думаю, это не просматривается. Как я уже выше сказал, если, к сожалению, в наших странах не будет демократического института, не будет развит демократический институт, если у нас не будут правительства, которое полностью подотчетно своему народу и работает на интересы своего народа, где, если у нас было бы уровень коррупции низкий, я думаю, тогда вот такие союзы, они были бы плодотворно, влияли на весь регион. Вот возьмите, например, Европейский союз, да, они все демократические страны, низкий уровень коррупции, и вот этот вот ЕС, Европейский союз, он дает, в принципе, на мой взгляд, очень сильно такое политическое, экономическое, социально-культурное развитие, благоприятное для всех участников этого союза. Но у нас в Туране, к сожалению, пока что это невозможно. Это не говорит о том, что мы должны приостановить, ничего не делать, пока у нас не изменятся режимы. Конечно, нужно и помимо этого проводить, нужно усиливать культурные, экономические, политические отношения. И, как я уже сказал, если мы в будущем станем какой-либо такой сильной экономической, политической силой в регионе, Туран, это было бы один из противовесов российской доминации и китайской доминации. Это просто выгодно, и я бы сказал, это просто один из главных союзов, который, наверное, позволил бы нашим странам сохранить независимость и суверенитет от Китая и России. И, как я уже сказал выше, на мой взгляд, не проводится достаточно культурных мероприятий, экономических мероприятий в странах со стороны нашего режима по углублению каких-либо взаимосвязей со странами Турана. Не кажется ли вам, вот Америка дала зеленый свет Эрдогану, сейчас Эрдоган для проекта Туран, он сейчас расширяется на сторону Востока, для противовеса Китаю. Вот мы смотрим, он продает оружие Казахстану, Азербайджану, укрепляется на Кавказе. Может ли в перспективе даст что-то с поддержкой Америки созданию Турана как военно-политическую организацию? Знаете, по поводу Турции здесь сложная ситуация. Эрдоган, я знаю, у него такой хороший имидж в странах, тюркоязычных странах, как лидер, как второй там Мустафа Кемал Ататюрк и так далее. Но, насколько я знаю, человек, он диктатор, он посадил свыше 30 тысяч граждан Турции в тюрьмы. И у него имидж, конечно, в наших странах хороший, но если брать суть и смотреть реально на факты, то этот человек, в принципе, ничем сильно не отличается от Назарбаева, Токаева или Путина, с большими политическими амбициями. Человек, который, придя к власти, он уже, насколько я знаю, больше 20 лет у власти, и придя к власти, он изменил турецкую систему правления, то есть она до этого была парламентской республикой, сейчас она президентская республика, да, и я не удивлюсь, если она станет такой же, как в Казахстане, суперпрезидентской, если называть цивильным языком, а по сути это просто диктатура, авторитарный режим. И, как я уже выше сказал, создавать политические, экономические, военные союзы с такими режимами – это очень опасно. И вот ОДКБ доказал, что если ты будешь создавать политический военный союз с такими сильными странами, как Россия, это ты просто-напросто станешь куклой в их руках, и тебя или проглотят, или же ты сам добровольно сдашься. Поэтому я
я очень скептически и очень осторожно относился бы к каким-либо союзам, если этот союз реально не является равноправным, и если в этом союзе все игроки честные и все они, знаете, поддерживают международные правила и права, то любой союз, он очень опасен, я бы сказал. Вот. Тем не менее, смотрите, если реально смотреть, вот в данный момент Украина стремилась попасть в Европу, Евросоюз, но протягивала руку, Евросоюз, НАТО не дала эту дружественную руку для защиты украинского народа. Если выбрать Турция, Россия, Китай, что вы выбираете? Это вопрос у вас такой, вы хотите стать, знаете, вы выбираете, кем быть съедены, это Россия, Китай или Турция. Я бы сказал, что мы не хотим быть съедены вообще кем-либо. Вот. Поэтому я изначально продвигаю такую идею, что любой союз, он очень опасен. Здесь нужно будет очень-очень осторожно исходить. Вот. Поэтому там, например, многовекторная политика Назарбаева, которая, в принципе, продавать Казахстан всеми и вся, она сейчас негативно сказывается на нас, и вот ОДКБ, он нас сейчас так сильно зажал, и я не знаю, какие будут последствия, если мы даже будем пытаться выходить из этого союза, чем мы расплатимся. Вот, поэтому, как я уже сказал, можно и независимой страной, не входя в никакие союзы, проводить какую-то свою национальную политику, своих национальных интересов. И, как я уже выше сказал, мы не должны становиться пищей или же, знаете, добычей России, Китая или Турции. И я уже сказал, что, знаете, вот вы, например, до этого сказали, что якобы турецкий лидер, диктатор Эрдоган, проводит какую-то независимую политику, честную политику. И он Честно, я не говорил честную, просто да, противовес в виде Китая, я бы сказал бы так, знаете, что из восточного Туркестана очень много этнических уйгуров эмигрировало в Турции. И как раз-таки Эрдоган выдавал уйгуров Китаю, когда тот требовал их выдачи. Хотя, например, Эрдоган себя якобы позиционирует как лидер тюркского мира, но хотя он выдавал бедных уйгурских граждан, уйгур, которые прятались от авторитарной системы Китая, которые опасались гонений и попадания в концлагеря, но Эрдоган их просто выдавал Китаю, это факт. Поэтому, знаете, то, что мы видим публичную информацию, что он якобы там лидер тюркского мира, он защищает интересы тюркского мира, а когда мы видим по факту, как он играет как политик, да, продает, то здесь у меня возникают большие вопросы и сомнения. Поэтому я бы не гонялся за имиджем, я бы смотрел на реальные факты, на реальные действия и смотреть, стараться видеть всю картину. То есть не эмоционально, а просто смотреть, что он делает, как он делает, и исходить из этого. К сожалению, пока что я не вижу в странах, тюркских странах, нормального лидера, который реально думает о сплочении, единении нас, как о тюркском мире, и который смотрит не так, чтобы доминировать в этом тюркском мире, управлять, там, заменить Россию и Китай и просто саму руководить всем тюркским миром. Такого лидера, честного, добросовестного, я, к сожалению, пока не вижу. Большое спасибо. Будем надеяться, что народы Центральной Азии постепенно будут созревать для демократии. Если что-то хотите добавить, Гани Акмарал. Ну да, для меня больше всего, что сейчас расстраивает, то, что братские народы идут против друг друга. То есть мы всегда были братья с узбеками и киргизами, но когда в январе кыргызские войска ввели свои войска, Кыргызия ввели свои войска в Казахстан, для меня это было как личное оскорбление. И очень много людей, они выступали против Киргизии и говорили, что как мы можем, это же просто наши братья. Русские и украинцы, это что же фактически единый язык. Там у них очень много смешанных семей. То есть это, по сути, братья, но сейчас идет братоубийственная война. Если бы мы вели какие-то большие культурные мероприятия, то есть любое государство
оно в первую очередь ведет эти культурные мероприятия, объединяет разные фестивали дружбы народа. Но такого большого фестиваля я за последнее время не видела. И это идет намеренно для того, чтобы нас рассорить, да, потому что фактически что нам делить, да, у нас как бы мы все в Казахстане более 100 национальностей, мы все живем нормально, знаешь ты казахский язык, не знаешь, мы очень толерантные, и всем хватало всего. Вот. Но сейчас идет политика о том, что русских там ущемляют. Но на самом деле у нас выступали молодые ребята на казахском языке, они сказали, нам здесь очень хорошо, от чего нам быть плохо, мы очень хорошо живем здесь, в Казахстане, и выходили с плакатом «Владимир Владимирович, если что, нас не надо спасать». То есть фактически это такая пропаганда, которая потихонечку наседается, и мы начинаем ее проглатывать, к сожалению. Но сейчас такое время, что настало, что мы должны быть политически грамотными все. То есть здесь, находясь в Нью-Йорке, я очень удивляюсь, что бабушка, она сидит, и у нее есть собственное мнение по поводу Путина. Она сидит и говорит, то есть она раскладывает по полочкам, что происходит. Если спросить там среднего человека в Казахстане или Средней Азии, то у нас люди стараются не говорить об этом или не иметь своего мнения, потому что страшно. Но сейчас вот этот страх, вот это вот невовлеченность в политику, она уже грозит личной безопасности. Это очень-очень опасная игра, и ей политики очень искусно пользовались 30 лет. Но сейчас мы больше не можем этого позволять, то есть мы должны уже быть как бы educated consumers, да, то есть мы должны знать, что мы наносим, какой крем наносим на нашу кожу, чтобы это не провоцировал рак. Мы должны знать, что этот продукт мы кушаем, это нехорошо для нашего здоровья, но также мы должны пробуждать нашу особенность в политике, то есть какой политик сидит, чем это грозит. То есть сейчас, когда идет эта война, мы анализируем, что происходило 7 лет назад. И 7 лет назад уже были сигналы, которые мы уже проглотили, уже были проблемы на Украине. Они просто тестировали, мы съедим это или нет. 7 лет назад уже были книги, в которых Каспаров и другие политики говорили, что нужно закончить с Путиным. И мы как бы не слышали это. И вот такие последствия у нас сейчас происходят. Поэтому сейчас долг каждого человека быть вовлеченным в политику, знать, иметь мнение по каждому поводу и открыто выступать, то есть не отмалчиваться. То есть сейчас идут везде протесты, да, протест против войны. Это, в принципе, не такое уж большое, как бы, не такой большой риск пойти и сказать я против войны, но люди даже этого не делают. Вот, может быть, это риск в России, но по всему миру это не такой большой риск. И тем не менее люди не выходят, этого не делать. То есть нужно больше вовлекаться, чтобы вся общественность мировая понимала, окей, такие игры, которые мы сейчас проводим, они вообще-то уже больше не пройдут. То есть нам нужно быть осторожным. То есть я призываю каждого человека понимать, что сейчас происходит, и быть активным. Благодарю. Мы вам сегодня сказали с позиции, знаете, такого, как гражданского активиста, с гражданской позиции. Но главная тематика, насколько я помню, у нас был Туран, Тюркский союз. Я как гражданин Казахстана и один из представителей тюркского народа, тюркской расы, я бы сказал, что Тюркский союз, он на самом деле, если, как я уже выше сказал, будет основан на справедливости и на взаимоуважении всех участников этих стран, то, я думаю, это будет один из самых лучших исходов и самых лучших союзов для, например, если говорить от имени Казахстана. И такой союз, как я уже выше всегда подчеркиваю, если он будет создан на основе взаимоуважения, на уважении суверенитета и независимости этих стран, и такой союз нам бы сильно помог бы в сохранении нашего суверенитета и независимости. Это стал бы такой, знаете, политический противовес России и Китаю для, например, доминирования в Центральной Азии. Это появилась бы новая такая сила. Но чтобы такой силой стать, во всех странах народ должен пробудиться, должны реально у нас в странах пройти политически сильные реформы, изменения, позитивные, демократические. То есть сам народ должен быть очень сильно активный. Когда народ активный,
когда он участвует в жизнедеятельности и политической жизнедеятельности своей страны, вот тогда такие союзы, они будут благоприятно влиять на нас. И, возможно, может быть, мы, как, например, Европейский Союз, у нас будет Тюркский Союз, сильные, мощные, основаны на взаимоуважении друг друга и поддержке. И тогда, например, никакие там российские войска, никакая там китайская армия не сможет зайти в наши страны, так как они будут знать, что за каждой из наших стран будет стоять союз, братья из Тюркского Союза, и мы могли бы, например, противодействовать ассимиляции культурной России и Китая. И, например, казахский язык в Казахстане был бы сильнее, тюркские корни, культура была бы гораздо сильнее, и мы могли бы, я думаю, позитивно я на это смотрю как на один из главных инструментов по защите и сохранению национальной идентичности, по защите культуры наших границ, суверенитета и независимости. То есть мы все вместе тюрки, у нас одни и те же предки, у нас одни и те же корни, мы все дети Ашина, дети синего волка, все мы произошли из Алтая, и нам, в принципе, делить нечего. Мы должны просто к этому прийти духовно, умственно, понимать, поддерживать друг друга, и тогда ни Россия, ни Китай, ни какая-либо другая страна не может нам что-либо сделать плохое. Рахмет. Рахмет Акмарал, Рахмет Гани. Я верю, казахский народ, никакой не царь, никакой император не сломает волю казахского народа, ни диктатор. И, иншаллах, казахский народ и другие центральные народы Центральной Азии получат свободу. Спасибо. До свидания. Рахмет. Рахмет Паула.